Добрый день, уважаемые участники онлайн-презентации. Меня зовут Юлай Маратович Абсалямов. Я представляю творческий центр «Амантай». Я сегодня буду, так сказать, модератором этой онлайн-презентации. В двух словах, что у нас предстоит сегодня. Во-первых, мы рады приветствовать представителя Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан Романа Рашидовича Низамутдинова. Ему мы предоставим слово через некоторое время. Далее мы предоставим слово нашему дорогому автору книги Азату Галиаскаровичу Кужину. Помимо моего участия в качестве модератора, я попутно являюсь членом правления этого общества и работаю в Институте истории языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Ну, я тоже выступлю буквально, у нас есть некоторые рекомендации к вам. Вот такой план нашей работы. Если кто-то из ваших коллег не смог подсоединиться к онлайн-презентации, у всех будет возможность посмотреть нашу онлайн-презентацию в записи на нашем аккаунте ВКонтакте. Этот адрес указан на последней странице книги «Раскраски», которую мы вам всем раздали. Если у вас какие-то будут персональные вопросы, пишите, пожалуйста, на наш электронный адрес, который тоже указан на последней странице книги, amantai2020 Рады будем ответить на ваши вопросы. Итак, давайте начнем. Слово предоставляется Роману Рашидовичу Низамутдинову, заместителю генерального директора Фонда содействия гражданского общества Республики Башкортостан, при поддержке которого и вышла эта книга. Роман Рашидович, пожалуйста, вам слово. Добрый день, Юлай Маратович, добрый день, Азат Галиаскарович и все участники сегодняшней конференции. Большое спасибо организаторам за приглашение на сегодняшнюю встречу. Вот, сегодня презентуется один из продуктов, победивших, будем так говорить, на конкурсе грантов главы Республики Башкортостан. Вот, вкратце расскажу, что наш фонд занимается поддержкой важных социальных проектов республики. Вот, для этого ежегодно выделяются гранты главы Республики Башкортостан в общем объеме где-то около 140 миллионов рублей. Вот. Значит, в целом в республике проводится достаточно большая работа по поддержке и развитию государственных языков Республики Башкортостан, вот, а также языков народов республики. Вот. И в течение года наш фонд проводит 3 конкурса поэтапно. Длительность каждого конкурса составляет около 3,5 месяцев от его начала до момента вручения грантов. Вот. Значит, 2 из 3 конкурсов они проводятся по основным 9 социальным направлениям, включая и социальную поддержку, и здоровье, и спорт, и работу с инвалидами и так далее, и так далее. Вот. А вот именно конкурс, направленный на поддержку и развитие государственных языков Республики Башкортостан, а также языков народов Республики Башкортостан, он выделен в отдельный конкурс. Это прям отдельно от всех социальных направлений. Вот. И одним из победителей данного конкурса как раз-таки в 2020 году у нас стала организация, это автономная некоммерческая организация «Творческий центр Амантай». Вот. Они приходили к нам с проектом «Книга раскрас. Народы Башкортостана» и стали победителем и получили грант главы республики. Вот. Грант составил чуть более $500 000 рублей. Вот. И мы очень рады, что они победили у нас. Вот. Я вижу, что у нас участников конференции все прибавляется. Вот. И это очень хорошо, что у нас такой большой охват.
и всем мы сможем рассказать о вот таком проекте, задуманном как раз-таки творческим центром. Вот, но говоря, наверное, о самом проекте, и организаторы о нем будут сегодня много рассказывать, включая то, что конференция такая масштабная, вот, и для себя мы тоже как бы отметили, что вот именно такой формат подачи и изучения культуры Башкортостана, языка Башкортостана, причем раскраска она будет подготовлена на 2 языках, вот, что удобно на сегодняшний день в работе как раз-таки, как учителям, так же, как и воспитателям дошкольных учреждений. Вот. Поэтому мы надеемся, что изготовленный тираж, он достаточно большой, об этом тоже скажут, наверное, организаторы. Вот, он будет, значит, распространяться по учреждениям республики совершенно бесплатно для организации как раз-таки работы с детьми, вот, и познания ими, наверное, вот многих-многих вещей, как было отмечено в самом проекте. Вот, такой формат работы, он и развивает и коммуникацию со сверстниками, и социализацию через знакомство с народами, и изучение костюмов и так далее, и так далее. То есть много-много таких как бы моментов он охватывает. Вот. Еще раз спасибо организаторам. Мы желаем удачи им и в завершении этого проекта. Вот. Мы надеемся, что подготовленный ими продукт вам понравится, вы будете активно его использовать в своей работе. Вот. Спасибо еще раз, что собрались именно в предпраздничный день, такая новогодняя суета. Вот вы нашли время, уделили нам время. Вот. И надеюсь, что как бы конференция пройдет достаточно плодотворно и успешно. Вот. Ну, спасибо огромное. Поэтому, Юлай Маратович, пожалуйста, вам слово, наверное, дальше. Да, спасибо. Спасибо, Роман Абшевич. Мы вас тоже поздравляем с наступающим годом и пожелаем всем сотрудникам фонда тоже успехов, личного благополучия, здоровья главное. Вот. Спасибо большое. Да, спасибо. Всего доброго. Значит, книга «Раскраска народа Башкортостана», она действительно издается, в общем-то, небывалым, ну как небывалым, редким для нынешних времен тиражом 5000 экземпляров. Частично, конечно, районы уже получили, но есть районы, которые, наверное, уже получат это в первые после Нового года дни. Мы вас ждем. Телефоны у методистов районов отделов образования есть. Кто еще не получил книгу, значит, пожалуйста, обращайтесь. Все книги, да. Мизеля Якуповна, спасибо. Спасибо, что вы показываете книгу. Значит, мы сейчас двигаемся дальше. Я с большим удовольствием и радостью хочу предоставить слово Азат Галиаскаровичу Кужину. Это автор книги «Раскраски», наш известный художник. Ну, так получилось, что он сейчас находится в соседнем государстве, в государстве Польша. Пожалуйста, Азат Галиаскарович, вам слово. Ну, я рад всех вас видеть. С наступающим Новым годом. Так много народу, я надеюсь, все добровольно пришли. Я про себя скажу на вопрос, кто такой вообще Азат Кужин. Короче, я родился в Уфе, пару слов, 20-ю школу посещал, художественную школу номер 2, потом кончил специальность архитектуры у нас в Нефтяном. По распределению попал в Сибай. В Сибае работал архитектором, а потом я начал работать в Сибае в детской художественной школе. Что очень тепло вспоминаю детей своих. Кстати, эти дети, которые ко мне ходили в художественной школе, сейчас знаменитые люди. Я их вижу вот в соцсетях, они мне постоянно привет передают. Прям очень тепло вспоминаю Сибайскую. Причем в Сибайская художественная школа я работал в филиале в Сибайском интернате.
У меня были младшие классы. Ну, очень. Ну и там я начал заниматься иллюстрацией. Кстати, моя первая для Министерства народного образования, это была работа, я делал комплект слайдов или диафильм. Там была, значит, первая часть, это конец 80-х. Первая часть слайдов, это была, значит, выбор профессии, на башкирском языке это было. Вторая часть, это Алтын тамсы, башкирт халық әкияты, башкирская народная сказка «Золотая капля». Я эту работу не видел. Может быть, вот, пользуясь случаем, может, у кого-нибудь остались эти слайды. Я с удовольствием бы отсканировал себе в архив. Все-таки первая работа. Но и так получается, что сегодня мы говорим о книге «Раскраски народа Башкортостана», но у меня ее тоже нет. Потому что я ее не получил. Вот она у вас на руках, а я, ну, до Польши далеко, я ее не получил. Я ее рисовал, а как она выглядит теперь, я не знаю. Я надеюсь, все хорошо. Вот. Потом, значит, меня пригласило издательство в Польшу. И в Польше я очень... Вот я живу и в Польше, и в Уфе. Я вот иногда 7 месяцев в Уфе. Ну, сейчас коронавирус, я не выезжал. И работаю как с польскими издательствами, так и с издательством «Китап», например. Очень много учебников я и для «Китап» сделал. А для Польши покажу. На самом деле, я не знаю, видно, да? Видно, видно. На самом деле я для Польши очень много учебников сделал. Очень много. Просто целый шкаф. Я когда-то их собирал, теперь перестал собирать. Ну и для «Китап» я делал учебники. Кстати, в 91-м году, что ли, вышла моя первая раскраска «Северная Амуре». А вот если кто помнит, есть «Любезник и Любезар» раскраска. Она, по-моему, все еще продается. Вот. Это на тему 812 года по мотивам песни башкирской народной «Любезник и Любезар». Она тоже на 2 языках вышла. Ну, кроме того, вот для «Китап» я всякие альбомы, вот «Народный костюм» Камалиевой, Абдуллахой, Магафур Кистатуллин. Ну и самая моя гордость, это конечно, Башкир и Руденко. Вот ее мы делали вместе с Илаем Маратовичем. Это вот так вообще. А как мы пришли вот к этой раскраске? Во-первых, раскраска, вот, мне кажется, как в России, в Башкортостане, в России вообще как бы недооценивается. Если, например, в Америке это миллионные тиражи, это очень популярно, особенно среди взрослых, кстати. Особенно взрослые люди раскрашивают. Очень популярно, там чуть ли не на уровне терапии даже. Вот. Кстати, вот сейчас в этом году должна была быть выставка биеннале в Израиле, в Хайфе. Туда, кстати, я попал по категории раскраска, тоже там мои работы. Я что хочу сказать, просто если на международном уровне раскраска, так вот аж отдельная категория для иллюстраторов, книжки-раскраски. Кстати, есть очень интересная категория молчаливая книга, так называемая, то есть книга без текста. Я думаю, ну, это вот тоже очень интересная категория, мне кажется. Да? Еще вот насчет взрослых. В 2019 году был фестиваль в Москве «Времена и эпохи». Это военно-исторический фестиваль, он, наверное, самый большой в Европе. Там тысячи народов. И там вот у нас была палатка, мы как башкирский полк поехали, палатка художника. И вот там мы работали с раскрасками. И что удивительно, вот бабушка 87 лет сидела и раскрашивала. То есть тут, у нас так, ну ладно. Я хочу сказать, что давайте раскрашивать, я к чему веду. То есть как дети, так и взрослые. Ну, как началось, я помню, был такой проект
проект сделать сказки народов Башкортостана. Ну, понятно, сказки народов Башкортостана это была бы книга намного толще, мы ограничены. Ну, и там такая красивая сказка была «Лиса Плесунья», чувашская. И вот там описывалось хушпу, манисты, браслеты, гусли чувашские. И вот я подумал, что вот давайте-ка я займусь народами Башкортостана. Кстати, как обычно, мы же вот соседей-то не знаем. Мы вот знаем, как там американских индейцев, испанских каких-то там матадоров. А вот про соседей мы мало чего знаем. Кстати, это во всем мире так. Там поляк про чеха очень мало знают, кроме того, что он в хоккей играет. А на самом деле это так интересно. И вот я решил с нашими соседями, вот натуральными соседями, на одной площадке лестничной живем, а спросить не спросим. И вот это хушпу, вот эти манисты, я подумал, что надо бы сделать о народах, вот о наших соседях, и начал этим заниматься. Конечно, много литературы пришлось перелопатить. Очень интересная работа. Мне, например, понравились очень мордовские книги о национальном костюме. Вот у них это хорошо поставлено. Понятно, что это не очень свежие материалы, но мордовский, ну, татарский, понятно. Я, кстати, даже мог бы... Вы, по-моему, мой экран видите. Вот тут вот у меня материалы. Вот, например, татарский костюм, да. Марийский костюм. Вот две книги по мордовскому костюму и так далее. Ну и пришлось с материалами работать, конечно. Кстати, как говорил Умберто Эко, в книгу обычно 20% материала входит. Но это на самом деле так, потому что много материала, все это не засунешь, и избирательно подходишь, и где-то 20%. Ну и как Козьма Прутков говорил, нельзя объять необъятное. Эта книга получилась бы, может быть, многотомником, если бы все туда засовывать. И мы вот, у нас так скромно для детей мы сделали такую книжку. Постарался я, чтобы ребенку было интересно, ну и не только, каждому. Интерьеры, экстерьеры, времена года передать, да, там музыкальные инструменты, там промыслы народные. Постарался, тем более, вот, например, крыльцо, да, или колодец. Это можно вот на разных языках все обсуждать. И, вот так примерно. Причем я еще что хотел бы сказать, вот с костюмами, да, вот у нас с костюмами хорошо. Вот в этом году, да, вот, кстати, конкурс Тамга прошел, если вы в курсе, по башкирскому народному костюму. Амантай. Мы, как Амантай, как группа, очень активно участвовали. Кстати, Амантай ФРФЛ получил 2-е место. Я его еще не поздравил, я вот его сейчас, пользуясь случаем, поздравляю. Амантай ФРФЛ, наш умелец по коже и металлу, получил 2-е место. Ну и призы мы там предоставили, конечно. Вот. Теперь еще пара слов вот о языке, да, вот язык. Вот был такой случай, вот я вот на примере Польши расскажу, да, вот как-то поехал я на соревнования по стрельбе из луку среди поляков, это юг Польши. И вот стоим мы, разговариваем 3 человека. Стоит Шлёнзак со Шлёнска и стоит Гураль. И вот мы втроем стоим, на польском языке разговариваем. На самом деле, я им говорю, ребята, на самом деле, тут по-польски только я говорю. Потому что они все говорят на диалектах. Вот Гурали, у них свой диалект. У шлёнзаков свой диалект. Вот если у них тоже есть федерального, то есть есть диктант польского языка, это так называемый литературный диктант польшчизна, такая правильная, да, вот. А кроме этого есть диктанты такие местного характера. Вот, например, я не знаю, скажем,
Баймакта свой диктант бы делали, вот, например, да, и вот у них такие есть. Я, кстати, пригласительные билеты привозил на Курултай, кому-то подарил на эти диктанты. Очень интересно. И точно так же вот с костюмом, например, если бы мне сказали, слушай, Азат, нарисуй-ка мне поляка или русского там, да, я бы очень долго затылок чесал, потому что я не знал бы, как нарисовать поляка, потому что или он у меня получился бы Гуралем, или Мазовшанином, или там, ну, не знаю, да. Вот точно так же вот русский костюм, чтобы нарисовать, это надо определиться. То ли мы юг России берем, то ли Новгород, то ли Урал. А они отличались, конечно. Точно так же, как и там башкирский, или мордовский, или чувашский отличается. Вот. Ну, это работа такая. И хочу сказать, вот это вот богатство, многообразие, это настолько обогащает всех нас. Вот. Точно так же, вот, это не только у нас. Но нам вот вообще в Башкортостане повезло вот и с костюмом, и с соседями. А вот вы знаете, что некоторые народы даже не имеют своего национального костюма. И это правда. Ну, это отдельная история, конечно. А вот у нас, слава богу, особенно теперь, это продвигается. Вот, восстановление традиционного национального костюма у всех. Это приятно. Ну, наверное, у меня все. Если там вопросы будут, я отвечу. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом. Здоровья. Ваш покорный слуга, рисовальщик Азат Кужин. Аублах Рахмат. Спасибо, Азат Галиаскарович. Очень рад. Можно еще добавить ремарку одну? Да, пожалуйста. Да. Очень приятно было вас всех видеть, Азат, Юлай. И Азат забыл добавить, что он еще сын нашей любимой учительницы Гулькай Сальмановны, Да. которую мы очень любили и помним. Спасибо за то, что вы вспомнили Гулькай Сальмановну. Действительно, Азат Галиаскарович Кужин является старшим сыном Гулькай Сальмановны Аллагуловой Кужиной. Она в долгие годы работала сначала в первой школе-интернат, потом она перешла работать в 20-ю школу, и прямо до последних дней она работала и сотрудничала уже после того, как вышла на пенсию. Рады, что вы вспомнили ее. Учитель башкирского языка и литературы. Да. Ну, давайте теперь двинемся дальше. Значит, некоторые подробности по книге. У нас вообще проект был, в этом проекте официально работают 2 человека. Вот наш директор Амантаев Рафаэль Альбертович, к сожалению, он сегодня плохо себя чувствует. И второй, значит, сотрудник, это вот участник Азат Галиаскарович Кужин. И плюс еще им помогали наши волонтеры, их не так много, и они уже нам высказали благодарность. И поскольку Азат Галиаскарович находится в Польше, он нам реально, так сказать, помог вот этой книгой, а раздачу и непосредственно, так сказать, сбор сведений, кому раздавать, как давать, все это вот легло на плечи наших волонтеров. Им тоже огромное спасибо. Их, конечно, надо было пофамильно, поименно поблагодарить, но, к сожалению, у нас нет такой возможности, поэтому я благодарю всех сразу, всех, кто помогал нам, и методистов районных отделов образований, которые, по сути дела, вот каждый район, из каждого района профильные методисты помогали нам на первом этапе собрать сведения, потом, значит, забрать книги, и им огромное спасибо. И, конечно же, это и начальникам отделов образования, с которым мы предварительно обратились с нашими письмами. Все районы буквально вот с первых минут были конструктивно настроены. Конечно, без них бы мы эту работу в такие сроки бы просто не потянули.
Так, ну а теперь о самой книге. В книге 16 страниц, это 8 листов. Вот по нашей мысли, значит, с книгой лучше работать в группе. Но поскольку все-таки вот мы склоняемся к тому, что книга должна привлечь вот одновременно, с одной книгой должны работать 8 человек. То есть перед началом урока, по нашей мысли, учитель разрезает эту книгу пополам, и каждому ученику достается по одному листочку. Значит, лицо-оборот. Далее перед учеником ставится задача раскрасить эту страницу. И самое главное – рассказать, что он раскрашивал. Вот здесь уже упоминалось о том, что книга издана на 2 языках. На самом деле она подходит под любой родной язык. Чувашский, удмуртский, русский, татарский. Ну, то есть все учителя, которые преподают свои родные языки, могут использовать ее на своем родном языке. Все, в общем-то, мы знаем, это не секрет, что первоклашки с большим удовольствием занимаются раскрасками. Значит, вот этот вот эффект удовольствия, который ребенок получает от раскрашивания, вот его надо соединить, на наш взгляд, это мы, естественно, мы предлагаем так сделать, все-таки соединить вот с рассказом о выполненной работе. Вот что он сделал, и он должен рассказать. И, соответственно, если одному ученику попадается, значит, удмурт на рисунке, и он должен рассказать об удмуртах, безусловно, он может рассказать вот все, что он видит на рисунке, да? Но если пойти чуть-чуть дальше, значит, если сформулировать перед ним задачу, чтобы вот вместо того, чтобы в телефоне играть в Майнкрафт, вот найди-ка ты информацию об удмуртах. Какую информацию ты можешь нам рассказать об удмуртах, которую ты нашел в интернете? И, соответственно, вот эта поставленная задача перед первоклассником в сочетании с раскраской как раз и позволит с 1 класса воспитать в нем элементарный навык коммуницирования, то есть рассказать. Вообще вот многие специалисты, которые занимаются подбором кадров, они считают, что 21 век является веком, когда неважно какая специальность, неважно какая профессия, будет востребована минимум 2 основных навыка. Это первое – аналитика, и второе – коммуницирование. То есть человек должен рассказать о том, что он сделал. Или что-то рассказать о том, что он знает лучше всего, лучше остальных. И вот этот навык коммуницирования, рассказать, он, естественно, будет очень важным с точки зрения карьерных успехов. Ну и просто, так сказать, любой человек, кто может связно изложить результаты своей работы, его будет сопровождать успех, на наш взгляд. Если само разрисовывание, раскраска как-то воспитывает в ребенке вот мелкую моторику, развивает его, да, то вот этот вот рассказ, неважно там, это будет ли перед одноклассниками, может быть, он этот рассказ повторит и дома своим родителям. Здесь, конечно, и родителей надо привлечь. Короче, раскраска – это повод. Повод – это реальная какая-то задача, которая ставится перед одноклассником для того, чтобы он смог потом об этой работе рассказать. И еще хотелось бы такую мысль высказать. Вот у нас, ну это понятно, мы, так сказать, переживаем, что подрастающее поколение, значит, там, не хочет разговаривать на своем родном языке или не знает. Ну, это разные ситуации в разных семьях. При этом мы переживаем, что вот, скажем, татарские дети не хотят говорить на татарском, башкирские дети не хотят на башкирском, значит, чувашские дети не хотят разговаривать на чувашском. Эта обеспокоенность понятна, и, безусловно, надо учителям
в первую очередь вот тем, кто преподает родные языки, безусловно, этим заниматься денно и ношно, что называется. Но при этом, вы знаете, есть еще очень важный момент. Вот, например, в этой книге заложена возможность, значит, предположим, башкирская школа, родной язык башкирский, но при этом при определенной подготовке учитель башкирского языка, пользуясь этой книгой-раскраской, может, например, познакомить своих учеников с тем, как, например, слово «кошка» звучит на чувашском языке, на удмуртском языке, на татарском языке. Там у нас, кстати говоря, на последней странице есть и немцы, вы знаете, Благоварский район, да, и казахи, и украинцы, и белорусы. Значит, вот мы составили небольшой словарик всей лексики по этой книге. Мы сразу после Нового года, мы выставим это в нашем аккаунте, и предлагаем объединить наши усилия. Значит, те, кто преподает, например, удмуртский язык, я бы попросил сделать параллельно словарь лексики, может быть, даже аудиоверсию лексики, чтобы ученикам, которые будут готовить вот рассказ о том, как они раскрашивали страницу с удмуртами, чтобы они могли зайти на наш аккаунт и прослушать, например, как звучит по-удмуртски «здравствуйте», «до свидания», как по-удмуртски звучит там корова, которая нарисована, да, как музыкальный инструмент звучит. Может быть, он в YouTube найдет даже звучание этого инструмента и расскажет своим одноклассникам о том, как звучит. То есть плавно, очень, так сказать, ненавязчиво дать задание первокласснику, чтобы он в интернете нашел, то есть дополнил свой рассказ, каким образом он рассказывал ту или иную страницу, и дополнил рассказ еще вот такой информацией, уже найденной в сетях интернета. И представляете, как бы было интересно, ученик, который учит в качестве родного свой, ну, предположим, татарский язык, он по-чувашски может объяснить и рассказать всем остальным, как по-чувашски или по-удмуртски или по-марийски звучит слово «кошка». Этим надо пользоваться. Все мы знаем, что ученики первых классов, особенно после полгода обучения, уже когда они освоились в школе, у них еще повышенная любознательность, у них легкость на усвоение материала. Вот этим надо пользоваться, потому что если, скажем, ученик русской школы назовет вам, как звучит кошка на всех основных языках народов Башкортостана, у него постепенно вот это вот, за счет вот этого усвоения новых слов возникает элементарный навык, так сказать, ну, назовем это психофизиологический навык усвоения новых слов. И он в дальнейшем, если вот этот навык будет разрабатываться, для него познание любого языка станет небольшой проблемой и в изучении иностранных языков, английского, французского, кого вы хотите. Главное, чтобы у ребенка появилась вот эта легкость в усвоении материала, которое надо сохранить вплоть там до 10 класса, и, может быть, в какой-то момент его даже не надо будет упрашивать. Если у него появится какой-то личный интерес, мотивация какая-то, вот узнать новое, да, может быть, он постепенно, его заинтересует слово «кошка», как звучит на языке ханты-манси, например, да, или у карелов, или у финнов, не только, вот, так сказать, может быть, его заинтересует чеченский язык. Поэтому вот этот очень важный момент надо, то есть в книге заложены возможности не только вот раскрасить и рассказать. Есть возможность вот эти навыки развить за счет того, что человек будет
изучать, ну, на уровне, может быть, сначала лексики, дальше на уровне культуры уже, на уровне, значит, народного костюма. Это, безусловно, развивает и наблюдательность, и внимание, значит, и вот это умение рассказать об этом, познание культуры. Вот Азат Галиаскарович говорил о многообразии. Вот это многообразие, мы как-то его, ну, поскольку оно как бы дано Богом, вот мы так оказались на этой территории, живем столько народов, и мы не только должны ценить вот это многообразие, мы его еще должны знать. И, безусловно, это обогащает и в духовном плане. Ну, я уж не говорю о том, что элементарно дети, если с 1 класса знают народы, за всем этим, конечно, должна стоять культура. Вот эта культура наших народов, вот это многообразие, и мы должны это ценить и понимать. Я надеюсь, что то, что мы говорили, вам не показалось каким-то слишком уж дидактическим. Мы понимаем, что личный опыт преподавателя, учителя, он наработанный уже в течение там многих лет, позволяет вам, так сказать, самим построить вот эту вот траекторию вот этого учебного процесса таким образом, каким вы считаете нужным. Вот мы на нашей этой презентации просто хотели рассказать вам о нашем видении. И если вы с нами не согласны, то это тоже должно быть нормально, потому что нам уже с одного района позвонили и уже поругали нас, чему мы тоже, в общем, рады, потому что в следующей книге мы это исправим. Одним словом, вот такие у нас мысли. Если у вас есть какие-то вопросы, я надеюсь, что чтобы у нас такое все-таки время несколько ограничено, и все, что мы сказали, безусловно, требует некого осмысления. Если у вас появится желание как-то обсудить это, мы сможем в конце января, в 20-х числах января провести такую же конференцию, но уже в формате вопросов-ответов. Может быть, у кого какие-то мысли конкретные появились. Вот, ну, вы, наверное, знаете, существует банк лучших практик педагогических, да, если кто-то, значит, готов участвовать или там какие-то свои наработки, вот, связанные с раскраской, с обучением родных языков, как-то поделиться этим, мы, безусловно, этому будем как-то способствовать. И я должен еще сказать такую вещь. Вот у нас буквально в последние годы вот этот вот существует фонд содействия гражданскому обществу, и в отличие от остальных конкурсов, значит, вот в этом конкурсе на гранты главы республики могут участвовать и государственные учреждения. Это специально в положении оговаривается. То есть, по моей мысли, мы вполне могли бы там, например, учителя нескольких районов объединиться и подать общую заявку. Ну, конечно, конкретно, что будет стержневым в этой заявке, мы могли бы предварительно обсудить. Может быть, у Азата Галиаскаровича есть очень много мыслей по поводу продолжения вот этой серии раскрасок. Могли бы мы, безусловно, ну вот, например, одна из раскрасок, которую мы обсуждали с Азатом Галиаскаровичем, это по каждому району сделать вот такую книгу-раскраску, по каждому району. Но для этого, безусловно, ну вот, например, там на первой странице, предположим, будет герб района, да, флаг района, описание этого герба. Потом можно на большом формате сделать электронную, не электронную, я это уже забегаю вперед, значит, сделать карту района, описать достопримечательности района, известных личностей вашего района, каким-то образом вот все это разместить в раскраске
И так, чтобы учителя могли время от времени, не обязательно на уроках родных языков, на каких-то других, какие-то вот элементы, вот эти раскраски использовать. Безусловно, для этого нам необходима и методическая помощь ваша будет, и, так сказать, ваши конкретные предложения. У нас вот электронный адрес указан. У Азата Галиаскаровича, ну, правда, с сомнением, была мысль еще сделать электронный вариант этой книги раскраски, так, чтобы вы могли в любое время, например, входить, и не надо было, так сказать, между нами вот эти вот бумажные версии. Но это как бы вопросы будущего, конечно, но мы этот грант, кстати говоря, готовили года полтора, наверное, прежде чем мы выиграли, и мы участвовали там не единожды в этих конкурсах. И если, например, вам отказывают с первого раза, то, безусловно, надо и второй, и третий, и четвертый раз участвовать. Иначе, значит, не получается. Короче, с первого раза не получается. Вот. Я, по-моему, уже слишком затянул свою речь. Азат Галиаскарович, у вас есть что-то сказать? У меня пара слов. Во-первых, я вот так взял, все это нарисовал, и теперь сижу и отдыхаю. А Юлай Маратович, это все, бедный, должен распространить все. Мне его жалко немножко. Ну, ему огромное спасибо, конечно, Юлай Маратович, за эту огромную, просто, ну, не знаю, сизифов труд какой-то. Ну, и еще раз всем всего хорошего. Спасибо фонду, спасибо организаторам. Все от меня. Здоровья всем. Дур рахмат, хавулага. Все у меня. Наш директор Рафаэль Альбертович Амантаев тоже просил передать свои поздравления с наступающим Новым годом. Предлагает, значит, всем, если кого-то заинтересовали вот наш подход, писать нам, предлагать свои идеи. Мы всегда открыты, так сказать, для совместных проектов. Также я должен, конечно, поблагодарить Башкирский государственный университет, который предоставил нам технологическую платформу, в частности, вот нашему техническому специалисту Айдару Загеровичу и директору Института истории госуправления Уразовой Амине Ильдусовне. Я в завершение еще раз всех поздравляю с наступающим Новым годом. Всем желаю здоровья. Все, спасибо. Мы отключаемся. Всего доброго всем. До свидания. Рахмет. Рахмет. Зор рахмат сізге. Зор рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Яңа ел менен. Өтүп келген яңа ел Спасибо менен. огромное. Спасибо. Гафуридан сәлем. Сау болыңыз. Юлай Марат улы, Азат Галиаскар улы, һеҙгә зур итеп рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ Благовещен ҡалаһынан. Һеҙҙең китаптарығыҙҙы алдыҡ, бик шатбыҙ, балаларҙың исеменән дә һеҙгә зур итеп рәхмәт. Яҡынлашып килгән яңы йыл менән һеҙҙе ҡотлайбыҙ. Таҙалыҡ һәм алда ла эшегеҙҙә уңышлар теләп ҡалабыҙ. Благовещен ҡалаһы, рәхмәт һеҙгә зур итеп. Гөлназ, һеҙгә рәхмәт, исән һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Гафуридан да зур рәхмәт сезгә, барығыҙ тоғра. Исән булығыҙ, бәйрәмгә. Рәхмәт. Гафуридан, Азаттың атаһы. Һаулығыҙ, рәхмәт. Һәр мәктәпкә тик берәү генә бит әле. Һаулығыҙ. Яңы йылдан һуң бөтәһе лә буласаҡ. Ярай, Алла верһә. Көтөп ҡалабыҙ. Һеҙгә зур рәхмәт, был Хәйбулла районы. Һау булығыҙ. Ярай, исән һау булығыҙ. Һаулығыҙ. Башкирский район тоже вам шлет привет. Спасибо всем. Зур рәхмәт, Киргәҙе районы.
Мы раскраски любим, давайте нам раскраски. Мы Хорошо. любим. Ага. С удовольствием. Спасибо. До свидания. Всех с наступающим. Спасибо. Ахмат, давай, работай. А горб у тебя сам вырастет. Давай, Габл, давай. Давай.